Здравствуйте, это программа «Интервью дня». Для каждого человека мама – самый родной, близкий и любимый человек. С нее начинается жизнь и продолжается многие века. В столице Тувы ко Дню матери состоится праздничный концерт, о котором расскажет гость нашей программы. Экер Карасал – артист-вокалист Тувинской государственной филармонии имени Валерия Михайловича Халилова. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, более подробно про концерт, когда он состоится. Мой сольный концерт состоится 24 ноября на сцене Тувинской государственной филармонии имени Валерия Михайловича Халилова. В 6 часов. Кто на нем будет выступать? Выступать будет моя коллега, сопрано Тамрак Сюрюн. И еще мои ученики. Так я преподаю в колледже искусств и в детской школе искусств имени Нади Рушевой. Мои ученики придут меня поддержать и споют со мной песню «Мама. Первое слово». Как концерт называется? Концерт называется «Аваларга Тураскатам», что в переводе на русский язык означает «посвящаю матерям». Какие песни будете вы конкретно исполнять и вообще в целом? Репертуар будет очень интересный. Это такой редкий формат для нашей республики, потому что концерт пройдет под сопровождением симфонического оркестра имени Виктора Тока. Это полностью живой звук, никакой фонограммы. Также под аккомпанемент рояля будем исполнять песни. В репертуаре есть отрывки из мюзиклов, рок-опер. Также я буду исполнять песни наших тувинских классиков, композиторов и любимые песни из советских кинофильмов. Весь упор сделан на то, чтобы матерям, прекрасному полу концерт понравился, и репертуар был по душе именно для них. Какие песни с кинофильмов, вы сказали, будут? С кинофильмов я исполню знаменитую песню «Разговор со счастьем» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию», «Смуглянка», «Королева красоты». Все эти песни люди знают, любят, поэтому, я думаю, мне будут подпевать во время концерта. Вообще, сколько всего песен будет? В программе концерта 18 произведений, не только вокальные, но и инструментальные. Будет выступать оркестр. Какие произведения он сыграет, это небольшой секрет, скажем так, чтобы подогреть интерес публики. Я не буду раскрывать все карты, но это очень красивые, просто такие душевные композиции. Как вообще пришла в голову такая идея организовать концерт ко Дню матери? Дело в том, что в 2019 году был объявлен вокальный конкурс «Авамга Тураскатам», «Посвящаю матери», под патронажем главы республики, на тот момент Шолбана Валерьевича Караула. И на этом конкурсе я победил и стал обладателем титула Гран-при. Эту песню, то есть победу свою, я посвятил своей маме, которую зовут Карасал Татьяна Баранаевна. Она ветеран труда, почетный работник Пехемского кажуна Республики Тыва. Мама очень много сделала для меня. Поэтому в благодарность посвящаю этот концерт ей и всем матерям нашей республики. Вот так пришла идея сделать этот концерт. Когда вы ей об этом рассказали, она вообще как отреагировала? Мама, она, в отличие от меня, не такая эмоциональная, не темпераментная, но у нас очень такая хорошая, крепкая связь. У нас такие прям дружеские отношения, скажем так. Она была очень рада, она всегда интересуется моим творчеством, гордится, отправляет своим подругам видеозаписи с каких-то моих концертов за пределами Тувы, за пределами России даже. И она отреагировала очень положительно. Времени осталось совсем немного. Как в целом подготовка проходит?
Подготовка идет очень интенсивно. Это очень большая работа. Работа дирижера с оркестром, работа с партитурами, работа с концертмейстерами. Надо разучивать очень много текста. Песни, они очень сложные, очень большой диапазон. Есть очень низкие ноты, есть очень высокие ноты. И очень, так сказать, смелую идею я выбрал для себя, не побоялся. Поэтому работа, да, очень такая насыщенная идет в данный момент. Но есть еще 2 недели. Я думаю, этого более чем достаточно. Со своей стороны я делаю все, что в моих силах. Не только как вокалист, но и как режиссер, скажем так, да. Пытаюсь украсить концерт какими-нибудь красивыми моментами. И все это вы увидите 24 ноября в 6 часов вечера в Тувинской государственной филармонии. Я так понимаю, вы каждый день, да, репетируете? Да, каждый день. Работа, она идет не только днем, она продолжается еще и вечером, бывает и ночью, потому что текста очень много. Я буду исполнять произведения на различных языках, не только на русском и на тувинском. Также я буду петь на китайском языке, на испанском, на английском. И есть небольшой момент, когда я еще на корейском языке пою. Я не носитель этих языков, но, несмотря на это, я работаю с преподавателями, с репетитором. Они мне очень помогают, чтобы достойно справиться, выступить на своем концерте. По организационной части сложно ли было, все-таки это масштабный концерт? Кроме того, что у вас сольный концерт, у вас еще и оркестр выступает. Вообще по организационной части сложно ли было собрать, придумать? У нас работа на самом деле очень слаженная. Есть часы, отведенные для репетиций. У нас есть специалисты, которые выполняют каждую свою работу. Например, дирижер управляет оркестром, музыканты, которые превосходно, профессионально играют на своих инструментах. Да. Есть концертмейстеры, которые играют нам на рояле, когда мы исполняем песни. И есть еще и репетитор, который именно наш преподаватель, заслуженный работник Российской Федерации Эльвира Докулак, заслуженная артистка Республики Тыва, которая обучает, помогает, направляет и все объясняет. Поэтому с такой командой, в принципе, не страшно. Где можно приобрести билеты? Билеты можно приобрести на кассе филармонии. Также можно на кассе просто подойти и купить билеты. Также можно приобрести билеты по QR-коду на моих афишах. Афиши есть не только в городе, развешенные, но есть еще и в интернете, конечно же. И сейчас век технологий. В современное время можно, не выходя из дома, приобрести все. Поэтому и билеты в том числе. Поэтому все очень удобно, очень комфортно. Можно просто нажать кнопочку, и уже билеты у тебя в кармане, можно так сказать. Спасибо, что пришли к нам в студию и поделились с нами полезной информацией. К нашим зрителям опять обратимся. Концерт состоится 24 ноября в 18:00 в Тувинской государственной филармонии. А я с вами прощаюсь. Всего хорошего.